Квартира на Большом проспекте, счета в банках, вложения — все ваше, — повторил адвокат моей бабушки, глядя на меня поверх очков в тонкой металлической оправе. Я замер, чувствуя, как ледяной холодок пробегает по спине, будучи абсолютно уверенным, что это какая-то злая, изощренная шутка вполне в духе покойной. Я даже невольно огляделся, словно ожидая увидеть ее тень в углу этого массивного, пропахшего старым деревом и кожей кабинета, но видел лишь тяжелые бархатные шторы, наглухо закрывающие петербургское серое небо. Меня зовут Дмитрий Сергеевич Лазарев, и мне 28 лет. Я обычный учитель русского языка и литературы в одной из петербургских гимназий. И до этого самого утра я считал себя человеком, начисто лишенным каких-либо иллюзий по поводу своей семьи и в особенности покойной бабушки Елизаветы Андреевны Лебедевой. Я всегда был для нее скорее предметом мебели, чем внуком, забытый, почти невидимый. В то время как мои двоюродные братья и сестры годами участвовали в унизительных гладиаторских боях за ее внимание и, что куда важнее, за ее деньги, я сознательно держался в стороне. Не потому, что был выше этого. О, нет. Просто я слишком рано понял. Приближаться к Елизавете Андреевне означало подставлять себя под удар. Она обладала дьявольским талантом находить самое уязвимое место в душе человека и давить на него медленно, с наслаждением, пока что-то внутри не ломалось. И вот теперь, сидя в этом пропахшем нафталином и формальностью траурном зале городского крематория, я смотрел, как мои родственники извиваются на своих стульях, словно школьники, застигнутые директором за курением. Мы все были здесь по одной причине — проводить в последний путь Елизавету Андреевну. Но ни один из нас не хотел здесь находиться, и уж точно никто не собирался изображать скорбь, которой не было и в помине. Бабушка умерла в возрасте 84 лет, и, если быть до конца честным, большая часть семьи вздохнула с облегчением. Она была, мягко говоря, женщиной трудной. Нет, не трудной, жестокой. Мой двоюродный брат Денис, который в подростковом возрасте страдал от лишнего веса, до сих пор вздрагивал при любом упоминании еды. Так глубоко в его подсознание въелись ее язвительные комментарии за обеденным столом. Моя кузина Светлана похоронила свою мечту стать художницей после того, как Елизавета Андреевна целый рождественский ужин посвятила лекции о том, что все творческие люди заканчивают жизнь в нищете и забвении. Но жестокость бабушки не была хаотичной, она была стратегической. Она, словно искусный кукловод, подвешивала перед каждым обещание своего баснословного наследства, давая понять, что ее состояние достанется тому, кто сможет угодить ей больше остальных. Это превращало семейные сборища в отвратительное ристалище, где брат шел на брата, а сестра на сестру. Я вышел из этой игры много лет назад. Пока остальные разыгрывали перед ней спектакли преданности, я просто приезжал. Не часто, может, раз в пару месяцев. Я останавливался у ее огромной сталинской квартиры на Петроградской стороне, садился в гостиной, обставленной антикварной мебелью, и часами слушал ее жалобы на семью, на соседей, на весь белый свет. Я не спорил, не поддакивал, я просто слушал и иногда говорил. Однажды она, прищурив свои выцветшие, но все еще острые глаза, сказала мне: «Ты единственный, кому от меня ничего не нужно». Я тогда так и не понял, был ли это комплимент или очередное обвинение. И вот ее не стало. Мы все собрались в этом стерильном, безликом зале, глядя на закрытый гроб, утопающий в цветах, который никто не прислал от чистого сердца. Распорядитель похорон, нервный мужчина по имени Аркадий Семенович,
Уже минут 20 безуспешно пытался найти желающего произнести прощальное слово. «Может быть, кто-то хочет поделиться воспоминаниями о Елизавете Андреевне?» Его голос с каждым повторением звучал все более отчаянно. В ответ оглушающая, звенящая тишина. Мой дядя Роман Петрович, старший сын покойный, с преувеличенным вниманием изучал носки собственных ботинок. Тетя Маргарита, его сестра, демонстративно уткнулась в телефон. Денис и Светлана вдруг оказались поглощены разглядыванием цветочных композиций. «Ну же, кто-нибудь!» — снова попытался Аркадий Семенович. «Любимое воспоминание, урок, который она вам преподала». Еще больше тишины, густой и тяжелый, как петербургский туман. Я видел, как немногочисленные гости, в основном пожилые соседки и несколько женщин из ее прихода, начали перешептываться. Ситуация становилась не просто неловкой, а унизительной. Она была очень сильной женщиной. Наконец выдавил из себя дядя Роман, и это прозвучало так слабо и неубедительно. «Волевой», — поправила его тетя Маргарита, и даже это казалось верхом великодушия. Паника на лице распорядителя нарастала. Казалось, за 30 лет работы он впервые столкнулся с тем, что об усопшем буквально некому сказать ни одного доброго слова. И в этот момент я встал. Я скажу». Мой голос прозвучал неожиданно громко в мертвой тишине. Все головы, как по команде, повернулись в мою сторону. Дядя Роман удивленно вскинул брови. Денис посмотрел на меня с неподдельным беспокойством, словно я был на грани нервного срыва. «Дима», — прошептала тетя Маргарита, — «не нужно, ты не обязан». «Все в порядке», — ответил я, направляясь к низкой трибуне у гроба. «Кто-то должен это сделать». Когда я встал за кафедру и обвел взглядом эту горстку людей, пришедших проводить Елизавету Андреевну в последний путь, я осознал, что не имею ни малейшего представления о том, что я сейчас скажу. Я не мог сказать правду, что она была желчной, мстительной стервой, отравившей жизнь большинству из нас. Но и просто стоять в молчании я тоже не мог. И тогда я сделал то, чего не делал никогда в жизни. Я солгал. Полностью, беззаветно и с абсолютной убежденностью. «Моя бабушка, Елизавета Андреевна», — начал я, чувствуя, как удивленно расширяются глаза Светланы, была женщиной, которая научила меня, что любовь может принимать самые разные формы. Любовь? От бабушки Лизы? Это было настолько абсурдно, что я сам едва сдержал горькую усмешку. Когда я был маленьким, она часто звала меня к себе на кухню воскресными вечерами. Она учила меня печь свой знаменитый яблочный пирог. Тот самый, с секретным ингредиентом, который она так и не записала ни в одну кулинарную книгу. Это была стопроцентная ложь. Елизавета Андреевна никогда ничего не готовила в моем присутствии и, кажется, считала кухню территорией домработницы. Она рассказывала мне истории о своем детстве в блокадном Ленинграде, о том, как ее семья, сама находясь на грани, всегда находила способ помочь соседям, у которых было еще меньше. Еще одна ложь. Бабушка выросла в семье номенклатурного работника и никогда не проявляла ни малейшего интереса к помощи кому-либо, кроме себя. Она научила меня, что истинная сила не в том, чтобы быть самым громким голосом в комнате, произнес я, глядя прямо на дядю Романа, который потратил годы, пытаясь перекричать свою мать, а в том, чтобы быть тем, на кого другие могут опереться, когда все рушится. Я сочинял на ходу, но происходило что-то странное. Пока я говорил, люди в зале начали кивать. Некоторые из пожилых соседок утирали слезы. Даже моя собственная семья, казалось, была тронута этим вымышленным портретом Елизаветы Андреевны. У нее был дар видеть в людях потенциал, который они сами в себе не замечали. Да, она подталкивала, требовала, но лишь потому, что верила, вы способны на большее, чем сами думаете. Это была, пожалуй, самая чудовищная ложь,
Подталкивания бабушки всегда больше походили на эмоциональный шантаж, чем на поддержку. Я помню наш последний разговор. Она сказала мне, что самое важное в жизни не то, что ты накопил, а то, что ты отдал. Она говорила, что доброта — единственная валюта, которая имеет значение, и что самые богатые люди — те, кто заставляет других чувствовать себя ценными. Ирония этих слов, приписанных женщине, которая всю жизнь копила и деньги, и привязанность, как дракон свое сокровище, была очевидна только мне. Но, глядя на лица в зале, я видел, что мои слова достигли цели. «Мою бабушку не всегда было легко понять», — сказал я. И это, наконец, было правдой. У нее были высокие стандарты, и она не терпела глупости. Но под этой жесткой оболочкой скрывалась женщина, которая глубоко заботилась о своей семье и своем городе. Я сделал паузу, опустив взгляд на обитый бархатом гроб, в котором лежала Елизавета Андреевна, вероятно, переворачиваясь от того святого образа, что я для нее создавал. Она научила меня, что иногда люди, которых труднее всего любить, это те, кто нуждается в любви больше всего. Заключил я. И что истинный характер проявляется не в том, как мы относимся к тем, кто может быть нам полезен, а в том, как мы относимся к тем, кто не может дать нам ничего. Я отошел от трибуны под сюрреалистические аплодисменты. Люди действительно аплодировали прощальной речи на похоронах Елизаветы Андреевны Лебедевой. Тетя Маргарита плакала, Денис одобрительно кивал. Даже Аркадий Семенович выглядел так, будто с его плеч свалился огромный груз. Возвращаясь на свое место, я чувствовал странную смесь вины и удовлетворения. Я солгал сквозь зубы, но я подарил бабушке то достоинство в смерти, которого она так редко удостаивала других при жизни. Я создал версию ее личности, которую люди могли оплакивать, даже если эта версия никогда не существовала в реальности. Остаток церемонии прошел как в тумане. Мы пели вечную память голосами, в которых не было и намека на вечность или память. Слушали слова священника о милосердии и прощении, понятиях, которые были бесконечно далеки от жизненной философии Елизаветы Андреевны. И молча наблюдали, как 4 крепких мужчин в черном несут ее гроб к катафалку. Вероятно, они были единственными людьми в этом зале, кому заплатили за то, чтобы они здесь находились. У самой могилы, когда комья мерзлой ноябрьской земли глухо застучали по крышке гроба, я почувствовал странное, почти противоестественное умиротворение. Не от того, что я был рад ее уходу, нет, а от того, что мне удалось подарить ей то, в чем она сама отказывала всем, без исключения — презумпцию невиновности. После погребения, когда скорбящие, спешно перекрестившись, начали расходиться, ко мне подошел высокий мужчина в дорогом, идеально сидящем пальто. Ему было лет 60, с тщательно уложенными седыми волосами и той уверенной осанкой, которая безошибочно выдает человека, привыкшего быть самой важной персоной в любой комнате. «Дмитрий Сергеевич», — сказал он, протягивая руку в мягкой кожаной перчатке, — «Игорь Владимирович Тихомиров. Я был поверенным в делах вашей бабушки». Только и смог вымолвить я, пожимая его сухую прохладную руку. «Очень приятно». «Это была прекрасная речь», — произнес он, и в его глазах промелькнуло что-то неуловимое, какая-то смесь иронии и одобрения. Очень творчески. Я почувствовал, как щеки заливает краска стыда. «Спасибо, я просто подумал, что кто-то должен был сказать о ней что-то хорошее». «Именно», — кивнул Тихомиров, и его улыбка стала шире. «Собственно, я и хотел поговорить с вами наедине. Есть некоторые вопросы касательно завещания Елизаветы Андреевны, которые я должен обсудить с вами». «Со мной?» — удивился я. «Вы, наверное, ошиблись. Вам нужен мой дядя,
Роман Петрович. Он распорядитель. «Вообще-то, Дмитрий Сергеевич», — мягко, но настойчиво перебил он, — «я хочу поговорить именно с вами. Не могли бы вы зайти ко мне в контору завтра утром, скажем, в 10?» Я согласился, хотя не мог представить, что адвокату бабушки могло быть нужно от меня. Насколько я знал, в ее завещании я даже не упоминался. Я никогда не был ее любимчиком. Никогда не соревновался за ее внимание и, как следствие, никогда ничего не ждал от ее состояния. Той ночью я долго лежал без сна, снова и снова прокручивая в голове события минувшего дня. Я думал о своей лживой речи, о том, как странно отреагировали на нее люди, об этом вымышленном, идеализированном образе моей бабушки. Меня мучило чувство вины за этот обман, но вместе с ним я ощущал и другое, незнакомое доселе чувство, странное спокойствие. Впервые в жизни я выбрал доброту вместо честности, сострадание вместо точности. И этот выбор, каким бы сомнительным он ни был, принес мне необъяснимое облегчение. На следующее утро ровно в 10 я уже стоял у массивной дубовой двери с медной табличкой «Адвокатская контора Тихомирова и партнеров». Офис был именно таким, каким его можно было представить, зная, что здесь ведут дела самых состоятельных семей Петербурга. Мебель из красного дерева, стеллажи с фолиантами в кожаных переплетах и атмосфера тихой, дорогой власти. Игорь Владимирович встретил меня лично и проводил в свой кабинет, жестом указав на одно из 2 глубоких кожаных кресел напротив его огромного письменного стола. «Дмитрий Сергеевич», — начал он без лишних предисловий, едва я успел сесть, — «у меня для вас довольно необычные новости». «Слушаю вас», — сказал я, инстинктивно сжавшись в ожидании чего-то неприятного. «Ваша бабушка, Елизавета Андреевна, оставила вам все свое состояние». Я уставился на него, уверенный, что ослышался. «Простите, что?» «Все свое состояние», — повторил он, разделяя слова. «Квартира на Большом проспекте, счета в банках, вложения — все. По предварительной оценке, это около 150 миллионов рублей». Воздух в комнате будто сгустился, и мне стало трудно дышать. 150 миллионов. Эта цифра не укладывалась в голове. Это невозможно. Она меня едва терпела. Мой дядя, тетя, они годами боролись за ее расположение. «Да», — прервал меня Тихомиров. Она прекрасно это осознавала. Более того, она на это рассчитывала. «Я не понимаю». Игорь Владимирович откинулся в своем кресле, и его лицо приняло более серьезное выражение. «Ваша бабушка была очень-очень сложной женщиной, Дмитрий Сергеевич. Последние 20 лет своей жизни она занималась тем, что сама называла проверками на порядочность. Проверками? Она хотела увидеть, кто из ее семьи будет относиться к ней с элементарной человеческой теплотой, без всякой надежды на финансовую выгоду. Кто будет навещать ее, проводить с ней время, проявлять доброту, даже будучи уверенным, что ему за это ничего не будет. Я вдруг вспомнил все эти неловкие воскресные визиты, сидение в ее холодной, неуютной гостиной, бесконечные жалобы и придирки. Я никогда не получал от этих встреч удовольствия, но я и не ждал от них никакой награды. «Большинство ваших родственников, — продолжал Тихомиров, — проявляли интерес к Елизавете Андреевне только когда им что-то было нужно. Деньги на первый взнос по ипотеке, помощь с оплатой учебы, содействие в каком-нибудь бизнес-проекте. Они видели в ней не человека, а банкомат. Но я никогда ничего у нее не просил, — пробормотал я. «Именно», — на лице адвоката промелькнула улыбка. «Вы были единственным, кто регулярно навещал ее, не желая ничего взамен. Единственным, кто видел в ней живого человека, а не потенциальный источник дохода.
Но она не была хорошим человеком, сказал я, чувствуя себя предателем даже сейчас, после всего. Не была, спокойно согласился Игорь Владимирович. Она была тяжелой, требовательной и часто жестокой. Но она также испытывала всех вокруг. Пыталась понять, кто из ее окружения способен на простое человеческое сострадание, даже когда она его, казалось бы, не заслуживала. Он выдвинул ящик стола и достал оттуда запечатанный конверт из плотной желтоватой бумаги. На нем знакомым колючим почерком бабушки было выведено мое имя. «Она оставила это для вас», — сказал он, «с инструкцией передать его только в том случае, если вы пройдете ее последнее испытание». «Что за испытание?» «Прощальная речь», — ответил Тихомиров. Она знала, что никто из семьи не захочет выступать на ее похоронах. Она знала, что большинство либо промолчит, либо с трудом найдет, что сказать хорошего. Она хотела увидеть, найдется ли хоть кто-то, кто предпочтет доброту, честности, а сострадание — точности фактов. Я взял конверт дрожащими руками. Значит, она знала, что я солгу? Она надеялась, что вы решите увидеть в ней лучшее, даже если это лучшее будет вымышленным, сказал Игорь Владимирович. Она надеялась, что кто-то из ее семьи полюбит ее достаточно, чтобы подарить ей достоинство в смерти, раз уж она не заслужила его при жизни. Я вскрыл конверт и развернул сложенный вчетверо лист бумаги. «Мой дорогой Дима», было написано аккуратным, но твердым почерком. «Если ты читаешь это, значит, ты прошел мое последнее испытание. Значит, ты решил сказать обо мне добрые слова на моих похоронах, хотя я за всю свою жизнь дала тебе для этого очень мало поводов. Я знаю, что меня было нелегко любить. Знаю, что я часто была жестокой, требовательной и невыносимой. Знаю, что я причиняла боль людям, в том числе и тебе, своими словами и поступками. Но я хочу, чтобы ты понял, почему. Когда я была совсем юной, я усвоила один жестокий урок. Люди пользуются добротой. Щедрость они принимают за слабость. Доверие слишком часто бывает предано, а любовь могут отнять в любой момент, без всяких объяснений. Поэтому я выстроила вокруг своего сердца высокие стены и начала испытывать каждого, кто пытался ко мне приблизиться. Я испытывала твоего дядю Романа, критикуя его бизнес-решения, чтобы увидеть, будет ли он навещать меня, когда я не буду его поддерживать. Он не прошел проверку. Я испытывала твою тетю Маргариту, отказывая ей в помощи с оплатой учебы детей, чтобы посмотреть, будет ли она звонить мне, когда я перестану быть полезной. Она тоже не прошла. Я испытывала твоих двоюродных братьев и сестер десятками мелких способов, и все они провалились. Но ты, Дима, ты не провалился ни разу. Ты приезжал, даже когда я была невыносима. Ты слушал мои бесконечные жалобы. Ты просто разговаривал со мной. Ты относился ко мне с элементарным человеческим уважением, даже когда я не отвечала тебе тем же. Я знаю, ты, наверное, думаешь, что я не замечала твоей доброты. Но я замечала. Каждый твой визит, каждый терпеливый разговор, каждый час, который ты решил потратить на желчную старуху, не способную предложить ничего взамен. Я замечала все. Деньги, которые я тебе оставляю, это не награда за то, что ты был моим любимым внуком. Это признание твоего характера. Ты проявил ко мне сострадание, когда я его не заслуживала. А это самое редкое и ценное качество, которым может обладать человек. Я надеюсь, ты используешь это наследство, чтобы построить жизнь, которая сделает тебя счастливым. Я надеюсь, ты будешь добрее к другим, чем была я. И я надеюсь, ты всегда будешь помнить, что иногда люди, которых труднее всего любить, это те, кто нуждается в любви больше всего. Спасибо, что увидел во мне что-то хорошее.
даже когда этого хорошего там не было. Со всей моей любовью и уважением, твоя бабушка Елизавета. Я перечитал письмо дважды, и слезы застилали мне глаза, превращая строчки в расплывчатые полосы. Когда я поднял голову, Игорь Владимирович смотрел на меня с тихим, понимающим выражением. «Она испытывала вас не из жестокости», — сказал он спокойно. «Она испытывала вас, потому что ей причиняли боль столько раз, что она разучилась доверять. Но она так и не разучилась узнавать подлинную доброту, когда видела ее. Мне ужасно жаль», — прошептал я. «Все эти годы я думал, что она просто злая, желчная старуха. Я никогда не думал, что ей одиноко». «А не была и тем, и другим», — кивнул Тихомиров. «Злой и одинокой. Но она также была наблюдательной и по-своему мудрой. Она знала, что истинный характер проявляется не в том, как мы относимся к тем, кто может нас вознаградить, а в том, как мы относимся к тем, кто не может. В тот день я вышел из адвокатской конторы с чеком на немыслимую сумму и совершенно новым пониманием женщины, которую я всю жизнь считал своим личным монстром. Она была трудной, да, но она была и человек. Она была жестокой, но она также отчаянно проверяла этот мир, надеясь увидеть, что кто-то выберет доброту вместо корысти. Спустя неделю после моего визита к Тихомирову раздался звонок. Звонил дядя Роман. Его голос, обычно пропитанный снисходительной вальяжностью, сейчас был натянут, как струна. «Дима, здравствуй. В субботу в 11 мы все собираемся у Тихомирова. Будут оглашать завещание. Ты должен быть». Это был не вопрос, а приказ. В его тоне слышалось нетерпеливое предвкушение, словно он уже мысленно подсчитывал свою долю. Я пообещал быть, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Спектакль, режиссером которого я невольно стал, вступал в свою самую опасную фазу. Субботним утром я вошел в уже знакомую мне приемную. Вся семья была в сборе. Дядя Роман Петрович в идеально отглаженном костюме нервно мерил шагами пространство. Его жена, тетя Марина, сидела на краешке дивана, сжав в руках сумочку из крокодиловой кожи. Тетя Маргарита Петровна, бледная и поджавшая губы, листала какой-то журнал с таким видом, будто ее силой затащили на скучное мероприятие. Рядом с ней перешептывались мои двоюродные брат и сестра Денис и Светлана. Их лица выражали плохо скрываемое алчное любопытство. При моем появлении разговоры стихли. Все взгляды обратились на меня, изучающие, немного презрительные. Я был для них чужаком, лишним элементом в этом уравнении, где на кону стояли миллионы. Ровно в 11 нас пригласили в кабинет. Мы расселись вокруг длинного стола для переговоров. Игорь Владимирович Тихомиров вошел последним, неся в руках тонкую папку. Он сел во главе стола, обвел всех нас тяжелым, внимательным взглядом и, откашлившись, начал. «Господа, мы собрались здесь, чтобы огласить последнюю волю покойной Елизаветы Андреевны Лебедевой». Он говорил сухо, бесстрастно, зачитывая юридические формулировки. В воздухе повисло напряжение. Я видел, как дядя Роман подался вперед, а пальцы тети Маргариты нервно сжали подлокотник кресла. Тихомиров сделал паузу и извлек из папки основной документ. Итак, согласно завещанию, все предметы искусства и антиквариат, находящиеся в квартире по адресу Большой проспект, дом 42, квартира 17, передаются в дар Государственному Эрмитажу. По столу пронесся тихий вздох разочарования. Тетя Марина бросила на мужа быстрый злой взгляд. «Дачный участок и дом в поселке Вырица, — продолжал адвокат, — переходят в равных долях в собственность ее сына Романа Петровича Лебедева и дочери Маргариты Петровны Лебедевой.
Дядя Роман скривился. Старая полусгнившая дача, в которую нужно было вложить целое состояние, была скорее обузой, чем подарком. Фарфоровый сервиз «Мадонна», произведенный в Германской Демократической Республике, завещается ее внучке Светлане Романовне Лебедевой. Библиотека классической русской литературы — внуку Денису Романовичу Лебедеву. Света и Денис обменялись недоуменными взглядами. Это походило на насмешку. Тихомиров снова сделал паузу, самую долгую и мучительную. Он поднял глаза от бумаги и посмотрел на застывшие лица моих родственников. Все остальные активы, включая денежные средства на всех счетах, ценные бумаги и квартиру по вышеуказанному адресу, по воле покойной направляются в специально созданный благотворительный фонд содействия одаренным детям из малоимущих семей имени Андрея Лебедева. Имя деда, которого никто из них толком и не помнил, прозвучало как выстрел. Несколько секунд в кабинете стояла мертвая тишина. Первым ее нарушил дядя Роман. Он медленно поднялся, его лицо побагровело. «Что?» — прорычал он, упираясь костяшками пальцев в стол. «Какой еще к черту фонд? Каким детям? Она что, издевается?» «Роман, успокойся», — прошипела тетя Марина. «Я не буду успокаиваться», — взвизгнул он, поворачиваясь к адвокату. «Это что за бумажка?» Она была не в себе. «Старая маразматичка. Мы будем оспаривать». Завещание было составлено в присутствии нотариуса и 2 свидетелей, невозмутимо ответил Тихомиров. Елизавета Андреевна на момент подписания была в здравом уме и твердой памяти, что подтверждено соответствующей медицинской экспертизой, которую она предусмотрительно прошла за день до этого. Это был сокрушительный удар. Бабушка продумала все до мелочей. «Ненавижу!» — вдруг закричала тетя Маргарита, и ее лицо исказилось от злобы. «Она из того света нам гадит! Всю жизнь кровь пила и под конец решила доконать каким-то чужим детям! А родные внуки, родные дети!» И тут ее взгляд упал на меня. Я сидел молча, стараясь изобразить на лице ту же степень ошеломления, что и у них. Но, видимо, получилось у меня плохо. «А ты чего молчишь?» — ядовито спросила она. «Чего такой спокойный?» Все головы повернулись ко мне. Я почувствовал себя под перекрестным огнем. «Я в таком же шоке, как и вы, тетя Рита», — промямлил я. «Врешь!» — вскочил Денис. «Ты чего-то не договариваешь. Ты же к ней ездил постоянно. Наверняка что-то знал». «О чем я мог знать?» Я постарался вложить в голос искреннее недоумение. Она никогда со мной о деньгах не говорила. «Вот именно!» — подхватил дядя Роман, нависая надо мной. «Ты к ней в доверие втирался, тихоней прикидывался, учителишка. Наверняка это ты ей про этот фонд напел. Знал, что нам ничего не достанется, и решил ей подлянку подстроить». Абсурдность обвинения была запредельной, но в их воспаленном от алчности воображении она выглядела логичной. Я был козлом отпущения, удобной мишенью для их гнева и разочарования. «Папа, что ты такое говоришь?» — вмешалась Света, но в ее голосе не было уверенности. «Дима тут при чем?» «А при том», — не унимался дядя. «Пока мы работали, вкалывали, он к ней с книжками своими ездил, чаи распевал, обработал старуху». В этот момент единство семьи, державшееся на общей надежде на наследство, треснуло и рассыпалось на мелкие осколки. «Это ты виноват, Рома», — внезапно взвилась Маргарита, поворачиваясь к брату. «Тебе, как старшему сыну, надо было больше внимания ей уделять. А ты только и делал, что клянчил у нее деньги на свои прогоревшие проекты. Вот она и взбесилась». «Я клянчил?» — взревел Роман. «Да ты сама ей все уши прожужжала про то, как тебе на новую машину не хватает, и что Светочке надо в Лондоне учиться. Думала, она не понимала, к чему ты клонишь». «Ах так?» Они сцепились, как 2 скорпиона в банке, вываливая друг на друга годы затаенных обид и претензий.
Денис и Света пытались их успокоить, но тоже начали переругиваться между собой. Тетя Марина что-то шипела мужу на ухо. Я сидел посреди этого балагана и смотрел на них, как на актеров в театре абсурда. Внутри меня боролись два чувства. Липкий страх от того, что моя ложь может вскрыться, и злорадное мстительное удовлетворение. Бабушка добилась своего. Ее последнее испытание сработало идеально, обнажив их истинную суть. «Мы подадим в суд!» — наконец выкрикнул Роман, тяжело дыша, и стукнул кулаком по столу. «Мы докажем, что она была невменяемой!» «Ваше право», — холодно произнес Тихомиров, закрывая папку. «На этом процедура оглашения завещания окончена. Прошу вас освободить кабинет». Они вышли, хлопая дверью, бросая друг на друга и на меня гневные взгляды, продолжая переругиваться уже в коридоре. Я остался один на один с адвокатом. «Да», — протянул Игорь Владимирович, снимая очки и протирая стекла. «Зрелище. Елизавета Андреевна была бы довольна». «Они подадут в суд?» — тихо спросил я. «Подадут. Потратят кучу денег на адвокатов, проиграют. А в процессе окончательно перегрызутся. Ваша бабушка все рассчитала», — он посмотрел на меня. «А вы, Дмитрий Сергеевич, держались молодцом». Хорошая выдержка. Я ничего не ответил. Выйдя из конторы на серую промозглую улицу, я впервые полной грудью вдохнул холодный петербургский воздух. Я чувствовал себя опустошенным и в то же время странно свободным. Спектакль окончен, по крайней мере, его первый акт. Но я понимал, что война только начинается, и теперь я в ней, главный подозреваемый. Моя тихая, незаметная жизнь закончилась навсегда в тот момент, когда я решил солгать на похоронах. Дни после оглашения завещания превратились в тягучую, липкую паутину интриг и недомолвок. Мой телефон разрывался от звонков. Первым, как и следовало ожидать, был дядя Роман. Он звонил поздно вечером, его голос был вкрадчивым, медовым, но под этой сладостью чувствовалась сталь. «Дима, мальчик мой», — начал он, пропустив обычные приветствия. «Я тут подумал. Мы вчера все были на нервах, наговорили друг другу глупостей. Ты уж не держи на нас зла», — старики разволновались. «Я все понимаю, дядя Рома», — осторожно ответил я. «Вот и славно». И вот он стал еще слаще. «Я вот о чем хочу тебя попросить. Ты же был к ней близок, ближе всех нас, как теперь выясняется. Может, она тебе говорила что-нибудь? Намекала? Может, у нее были еще какие-то бумаги, черновики завещания? Любая мелочь, Дима, любая зацепка может помочь нам в суде доказать ее, ну, ты понимаешь, ее неадекватность. Он хотел, чтобы я стал его шпионом, его кротом в прошлом, чтобы я копался в памяти, в вещах бабушки, ища доказательства против нее же, доказательства, которые бы аннулировали ее последнюю волю. «Нет, дядя Рома», — твердо сказал я, удивляясь собственной выдержке. «Мы никогда не говорили о таких вещах. Она в основном жаловалась на здоровье и на политику». В трубке повисло молчание. Я почти физически ощущал, как его раздражение пробивается сквозь маску дружелюбия. «Понятно», — наконец холодно бросил он. «Ну что ж, если что-то вспомнишь, звони. В любое время». И повесил трубку. Через день позвонила тетя Маргарита. Она избрала другую тактику. Тактику слез и жалости. «Димочка, милый», — всхлипывала она, — «ты не представляешь, в каком мы отчаянии. Этот монстр, твоя бабушка, она и после смерти нашла способ нас уничтожить. У Ромки бизнес на грани краха, ему эти деньги были нужны как воздух. Моя Светочка так мечтала учиться в Англии, это был ее единственный шанс. А теперь все рухнуло. Все». Она выдержала паузу, ожидая от меня сочувствия. «Мне очень жаль, тетя Рита». «Жаль?» Ее голос мгновенно стал жестким.
А что толку от твоей жалости? Ты ведь теперь в ее квартире хозяйничаешь. Наверняка там остались какие-то ценности, о которых этот хлыщ Тихомиров умолчал. Картины, драгоценности. Может, наличные где-то спрятаны? Ты должен посмотреть, Дима. Это ведь и наши деньги тоже, по справедливости. Мы одна семья. «Одна семья», — мысленно повторил я. Эта фраза в их устах всегда означала одно: «Ты нам должен». «Я посмотрю», — устало пообещал я, зная, что это ложь. Но я очень сомневаюсь, что там что-то есть. Они начали давить на меня со всех сторон. Денис подкарауливал меня у школы, пытаясь выведать, не говорил ли я с бабушкой о его долгах. Света присылала мне в мессенджере фотографии ювелирных украшений, которые она когда-то видела на бабушке, с вопросом: «Ты их не находил?» Они превратили меня в эпицентр своей неудавшейся охоты за сокровищами. Самым неприятным был визит дяди Романа ко мне домой, в мою крошечную квартирку в Купчино. Он приехал без предупреждения в воскресенье утром. Оглядел мою скромную обстановку с нескрываемым презрением. «И это все, на что ты заработал, учитель?» — усмехнулся он, проходя на кухню. «Меня все устраивает», — спокойно ответил я. Он сел за стол, положив на него пухлые руки. «Слушай сюда, племянник. Хватит играть в благородство. Я знаю, что старуха не могла оставить тебе совсем ничего. Это не в ее стиле. Она всегда вознаграждала тех, кто был ей верен. Так что колись». «Сколько она тебя отстегнула? 1 миллион? 2? Дала наличными перед смертью?» Я смотрел на его лоснящееся, жадное лицо и чувствовал, как во мне закипает холодная ярость. «Ничего она мне не оставила, дядя Рома. Я такой же обманутый наследник, как и вы». «Врешь!» — он стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнули чашки. «Врешь и в глаза не смотришь. Думаешь, я не вижу? Ты изменился, стал какой-то уверенный, спокойный. Таким не бывают, когда их лишают состояния. Таким бывают, когда у них за пазухой лежит кругленькая сумма. Он был опасно близок к истине, но он ошибся в главном. Мое спокойствие давали не деньги, а осознание правоты, своей и бабушкиной. «Уходите, дядя Рома», — тихо, но твердо сказал я. Он опешил. «Что? Ты меня, своего дядю, выгоняешь? Уходите, пожалуйста». Он встал, его лицо исказилось от гнева. «Пожалеешь об этом, щенок. Я докопаюсь до правды, и когда я выясню, что ты нас обманул, я тебя уничтожу. Понял?» Он ушел, хлопнув дверью. Я остался один, чувствуя, как дрожат руки. Война перешла в открытую фазу. Я понял, что они не остановятся. Их подозрения, подпитываемые жадностью и завистью, будут только расти. Они будут следить за каждым моим шагом, за каждой покупкой, за каждым словом. Через несколько дней они начали действовать. Мне позвонил взволнованный коллега из школы и рассказал, что в учительскую приходил какой-то солидный мужчина, представлялся частным детективом и расспрашивал обо мне. Не изменился ли мой образ жизни, не купил ли я машину, не собираюсь ли увольняться. Я понял, что это дело рук дяди Романа. Он нанял ищейку, чтобы доказать, что у меня появились левые доходы. Это было только начало. Они начали звонить моим друзьям, дальним родственникам. Они пытались взломать мою электронную почту. Однажды вечером, возвращаясь домой, я заметил у подъезда незнакомую машину, которая тут же уехала, стоило мне приблизиться. Осада становилась тотальной. Они не понимали одного. Я был готов к этому. Я был учителем литературы, человеком, привыкшим жить скромно. Я не собирался покупать дорогие машины или швейцарские часы. Мои траты были незаметны. Я просто закрыл ипотеку, что не отражалось на моих ежемесячных расходах, и начал покупать более качественные продукты. Единственной моей крупной покупкой стали книги. Дорогие, редкие издания, о которых я давно мечтал. Но кто заподозрит учителя литературы в том,
что он тратит деньги на книги. Эта осада, вместо того, чтобы сломить меня, лишь укрепляла мою решимость. Я чувствовал себя хранителем бабушкиной тайны, ее последним солдатом в этой войне против алчности. Каждое их действие доказывало правоту ее жестокого эксперимента. Они не просто хотели денег, они хотели реванша. Они не могли смириться с тем, что их многолетние унижения, их заискивание и лесть оказались напрасными. А я, Тихоня, учителишка, оказался в центре этой бури, и моя единственная задача была выстоять. Выстоять ради себя и ради нее. Осада продолжалась. Детектив, нанятый дядей Романом, был настойчив. Он не просто расспрашивал коллег, он действовал хитрее. Он проник в школьный чат для родителей под видом отца нового ученика и пытался выведать, не предлагаю ли я платные дополнительные занятия, не живу ли непосредством. Это было унизительно. Я чувствовал себя преступником, за которым затягивается петля. Моя работа, мое убежище перестало быть безопасным местом. Каждый вечер я возвращался в свою маленькую квартирку, которая из уютного гнезда превратилась в осажденную крепость. Я задергивал шторы, проверял, нет ли у подъезда подозрительных машин, и вздрагивал от каждого телефонного звонка. Они добились своего. Я начал бояться. Но страх был странным. Я боялся не того, что они узнают правду о деньгах. Я боялся, что они, узнав ее, растопчут все. Память о бабушке, ее сложный, но гениальный замысел, мою веру в то, что я поступил правильно. Они превратят эту историю о боли и запоздалом прощении в банальную криминальную сводку о мошенничестве. Именно в этот момент я решил, что лучшая защита — это нападение. Не прямое, а в стиле самой Елизаветы Андреевны. Я должен был не просто защищаться, а завладеть инициативой, заставить их сомневаться, бояться и в конечном итоге отступить. Моим оружием должна была стать информация, а полем битвы — их собственная жадность и взаимное недоверие. Я начал с малого. Спустя неделю после визита дяди я позвонил тете Маргарите. «Тетя Рита, здравствуйте», — сказал я как можно более доверительным тоном. «Я тут разбирал кое-какие бумаги в квартире бабушки и нашел одну странную папку». На том конце провода воцарилась напряженная тишина. «Там старые финансовые отчеты еще 90-х годов. Похоже, у дяди Ромы тогда был какой-то совместный бизнес с бабушкой. И, судя по документам, он вывел из него довольно крупную сумму без ее ведома. Я не очень в этом разбираюсь, но цифры большие». Я лгал. Никакой папки не было. Но я хорошо помнил обрывки старых семейных ссор, глухие упоминания о каком-то предательстве дяди, которое бабушка ему так и не простила. Я просто нажал на старый, заживший, но все еще болезненный шрам. «Что?» — прошептала тетя Маргарита. «Он? Ты уверен?» «Я не уверен, я же говорю, я в этом не понимаю», — торопливо сказал я. «Просто подумал, что вы должны знать. Может, поэтому бабушка так распорядилась наследством. Она ведь ничего не забывала». Я повесил трубку, чувствуя себя последним негодяем. Но в то же время я ощущал мрачное удовлетворение. Я бросил яблоко раздора, и теперь оставалось только ждать. Ждать пришлось недолго. Уже на следующий день мне позвонил разъяренный дядя Роман. «Ты что себе позволяешь, интриган?» — орал он в трубку. «Что ты там наплел, Маргаритке? Какие папки? Какие деньги?» «Дядя Рома, я ничего не плел», — невинно ответил я. «Я просто нашел старые документы и поделился с тетей. Я думал, вы в курсе». «Я тебе устрою в курсе», — рычал он. «Не лезь не в свое дело, понял?» Но яд уже начал действовать. В их альянсе против меня появилась первая трещина. Тетя Маргарита, вечно чувствовавшая себя обделенной по сравнению со старшим братом,
теперь получила в свои руки козырь. Следующий мой удар был нацелен на Дениса. Я знал, что он по уши в долгах, что он брал кредиты в микрофинансовых организациях под бешеные проценты. Я позвонил ему. «Денис, привет. Слушай, тут такое дело. Мне звонили какие-то странные люди, очень неприятные. Искали тебя. Говорили, что ты им должен крупную сумму. Угрожали. Я сказал, что не знаю, где ты. Это тоже была ложь, но она была пугающе правдоподобной. «Какие люди?» — заикаясь, спросил он. «Что они говорили?» «Говорили, что если ты не вернешь деньги в ближайшее время, они придут к твоим родителям, к отцу. Сказали, у него ведь бизнес. Найдутся способы убедить его заплатить за сына». Денис, я испугался. Эти люди не шутят. Я слышал, как он тяжело дышит в трубку. Мой намек был более чем прозрачен. Дядя Роман, известный своей скупостью и жесткостью, пришел бы в ярость, узнав, что долги сына могут угрожать его репутации и бизнесу. «Спасибо, что сказал, Дима», — пробормотал он и отключился. Я играл с огнем. Я манипулировал ими так же, как когда-то манипулировала ими бабушка. Но у меня было оправдание. Я не пытался их уничтожить. Я пытался спасти себя и ее наследие. Я возводил вокруг себя защитную стену из их собственных страхов, секретов и пороков. Последний ход был самым рискованным. Он касался Светланы. Я пригласил ее встретиться в кафе под предлогом, что хочу отдать ей ту самую библиотеку, которую завещала бабушка. Она пришла настороженная, но любопытная. Мы сидели за столиком, и я, глядя ей в глаза, сказал: «Света, я хочу тебе кое-что сказать. Только обещай, что это останется между нами. Бабушка, она очень тебя любила. Больше всех». Она недоверчиво усмехнулась. «Да брось, Дима. Она меня презирала. Мои картины, мои мечты. Она не презирала. Она боялась», — сказал я, повторяя урок, который сам усвоил совсем недавно. «Она боялась, что ты повторишь чью-то судьбу. В ее молодости у нее была сестра или близкая подруга, тоже очень талантливая художница. Ее звали, кажется, Лидия. И ее жизнь закончилась очень трагически. Она умерла в нищете, непризнанная, брошенная всеми. Бабушка никогда себе этого не простила. Она винила себя в том, что не смогла ей помочь. И она панически боялась, что с тобой случится то же самое. Ее критика — это был ее неуклюжий, чудовищный способ защитить тебя, заставить выбрать нормальную профессию. Я не знал, была ли у бабушки сестра или подруга Лидия. Я выдумал это имя на ходу. Но в архиве ее памяти наверняка была какая-то похожая история, какой-то страх, который я интуитивно нащупал. Света смотрела на меня широко раскрытыми глазами. В них стояли слезы. «Откуда ты это знаешь?» Она рассказала мне. В один из моих последних визитов. Сказала, что гордится тобой, но боится за тебя. И еще... Я сделал паузу. Она сказала, что тайно покупала твои работы на студенческих выставках через подставных лиц. Они висят у нее в квартире, в той комнате, куда она никого никогда не пускала. Это была чистая импровизация, самая наглая ложь из всех, но она была прекрасна. Света разрыдалась. Прямо там, в кафе, закрыв лицо руками. Она плакала не от горя, а от сложного, горького чувства, смеси обиды за годы непонимания и запоздалой любви. Я создал для каждого из них свою собственную, отдельную правду. Правду, которая была им выдадна, которая объясняла поступки бабушки в их пользу, но при этом сеяла раздор между ними. Я превратил их из сплоченной армии, осаждающей меня, в банду заговорщиков, плетущих интриги друг против друга. Теперь дядя Роман подозревал, что тетя Рита что-то знает о его старых махинациях.
Тетя Рита была уверена, что брат скрыл от нее часть отцовского наследства. Денис панически боялся, что его кредиторы придут к отцу, и винил в этом дядю, который зажал деньги. А Света? Света теперь смотрела на меня не как на врага, а как на единственного человека, который понял ее и бабушку. Она стала моим невольным союзником. Осада не прекратилась, но она изменила свое направление. Теперь они воевали не только со мной, они начали воевать друг с другом. А я, как и подобает учителю, сидел и наблюдал, как мои ученики усваивают жестокий урок, который им преподала жизнь и их бабушка. Спустя полгода после похорон я, наконец, решился начать разбирать вещи в ее квартире. Моей квартире. Этот процесс был похож на археологические раскопки в руинах давно ушедшей цивилизации. Я шел по анфиладе комнат, заставленных тяжелой, темной мебелью, и каждый предмет, казалось, хранил на себе отпечаток ее одиночества. Вот кресло, в котором она сидела часами, глядя в окно на Большой проспект. Вот телефонный аппарат с дисковым набором, который почти никогда не звонил. Вот рояль с пожелтевшими клавишами, к которому никто не прикасался уже много лет. В ее спальне, за рядом строгих, почти неношенных платьев в массивном дореволюционном шкафу, я наткнулся на то, что заставило все встать на свои места. Это был толстый, обтянутый бархатом альбом. Альбом, в котором хранились вещи, о существовании которых я и не подозревал. Дрожащими руками я открыл его. Первые страницы были заполнены моими школьными табелями успеваемости, моими детскими рисунками, кривыми домиками и непропорциональными человечками. Дальше шла вырезка из районной газеты, где крошечная заметка сообщала о моей победе на городской олимпиаде по литературе. Программка с моего выпускного в университете, на котором я даже не помнил, чтобы она была. И фотографии. Множество фотографий, аккуратно вырезанных из общих семейных снимков и вклеенных в альбом. Вот я на новогоднем утреннике в костюме зайчика. Вот я в 1 классе с огромным букетом гладиолусов. Вот я, подросток неловкий и угловатый, помогаю накрывать на стол на каком-то семейном торжестве. Под каждым снимком аккуратная подпись, сделанная ее колючим почерком. Дима на Рождество, 12 лет. Димин первый день в старшей школе. Дима помогает с посудой. Такой хороший мальчик. Она все это время наблюдала. Пока я думал, что она меня едва замечает, она скрупулезно документировала мою жизнь как самая любящая и гордая бабушка. Это осознание было одновременно согревающим и разрывающим сердце на части. На последней странице альбома была фотография, которую я никогда раньше не видел. Это был снимок с моего выпускного вечера. Мы с ней сидели вдвоем на старой скамейке в саду у ресторана, где проходило празднование. Я что-то показывал ей на экране своего первого смартфона, а она, наклонившись близко-близко, смотрела на экран и улыбалась. Настоящей, теплой, беззащитной улыбкой. Я совершенно не помнил этого момента, но кто-то его запечатлел. И она хранила этот снимок как величайшую драгоценность в своем тайном альбоме. А под фотографией была последняя подпись, сделанная ее изменившимся, чуть дрожащим почерком. «Мой милый Дима, единственный, кто видел во мне человека, а не кошелек. Если бы он только знал, как много для меня значат его визиты». Я так и сидел на полу, в полумраке ее гардеробной, окруженный свидетельствами любви, о существовании которой я никогда не догадывался, и плакал. Плакал не о той желчной, трудной женщине, какой я ее знал, а о той одинокой, напуганной девочке, которой она, по сути, оставалась всю свою жизнь.
О женщине, которая так боялась боли, что спрятала свое любящее сердце за стенами из жестокости и бесконечных проверок на порядочность. И та лживая, прощальная речь, которую я произнес на ее похоронах, те красивые слова о ее доброте и мудрости вдруг перестали казаться мне ложью. Они ощущались как пророчество. Это была правда о том, какой она могла бы быть, о том, какой она отчаянно хотела быть, если бы только не так сильно боялась. Прошел год. Я по-прежнему преподавал в той же гимназии, по-прежнему жил в своей скромной квартире в Купчино, по-прежнему думал об уроках, которые моя бабушка преподала мне, когда мы оба этого не осознавали. Я понял, что доброта не требует причин, что сострадания не нужно заслуживать, и что иногда самые невыносимые люди — это те, кто больше всего нуждается в любви. Я так и не рассказал семье о наследстве. Пусть думает, что деньги Елизаветы Андреевны ушли на благотворительность, как и объявил адвокат. В каком-то смысле так и произошло. Они достались человеку, который научился видеть за колючей оболочкой трудного характера трепетную человеческую душу. Иногда я до сих пор прихожу на ее могилу на Смоленском кладбище, приношу цветы и просто сижу в тишине у гранитного надгробия. Я рассказываю ей о своих учениках, о тех маленьких актах доброты, которые я стараюсь совершать в память о ней, о том, как ее последний урок продолжает менять мой взгляд на мир. И иногда, когда ветер играет в кронах старых деревьев, мне кажется, что я слышу ее голос, уже не резкий и критикующий, а теплый и благодарный. Спасибо, что увидел во мне что-то хорошее, даже когда этого хорошего там не было. Но правда в том, что оно там было, всегда было. Просто оно было спрятано так глубоко под слоями обид, страха и отчаянной потребности защитить сердце, которое было разбито слишком много раз. Величайшим даром моей бабушки были не деньги, которые она мне оставила. Это было понимание, что каждый человек, даже самый трудный, самый невыносимый, заслуживает того, чтобы на него смотрели глазами сострадания. Ее последнее испытание было на самом деле не о том, смогу ли я убедительно солгать на ее похоронах. Оно было о том, смогу ли я выбрать любовь вместо осуждения, доброту вместо честности, надежду вместо цинизма. И пройдя это испытание, я унаследовал не просто ее состояние. Я унаследовал ее мудрость, ее боль и, в конечном счете, ее скрытую, но огромную способность любить. Жестокая бабушка, отравившая мое детство, умерла. Но женщина, которая тайно хранила каждый момент нашей связи, которая документировала мою жизнь с преданностью по-настоящему любящего человека, которая провела свои последние годы в надежде, что кто-то увидит за ее защитными бастионами одинокую душу, эта женщина продолжала жить. В каждом моем акте доброты, в каждом проявлении терпения к трудным людям, каждый раз, когда я решал увидеть лучшее в том, кто этого не заслужил. Елизавета Андреевна Лебедева все-таки была гениальным учителем. Просто ее главный урок я смог усвоить лишь спустя 28 лет.